Подъезжаем к городу Иркутску. Нам до объездной тут осталось 2 километра. Время у нас дома 12 часов ночи. Здесь что получается? 3 часа ночи. Прошли за сегодняшний день 2000... Заговариваюсь уже. 1270 километров. Это за сегодня пройдено у нас. Получается, выехали что-то в 5 утра, 5 часов, то есть за 19 часов, а может и побольше, чем за 19 часов. Сейчас посмотрю по тахографу, скажу вам. 16, ну плюс 2-3 часа, заправки там перекусы, да, за 19 часов. На сегодня еще нам где-то надо соточку пройти, чтобы добраться до Байкала. Там мы заночуем, это где-то будет 4:30 утра. Если все хорошо, все замечательно, рано не получится встать на стоянку. Как бы хотелось бы уже часа 2-3 назад, конечно, на стояночку заехать, остановиться и баньки там лечь, вырубиться и спать. Но, блин, не сегодня. Так, что здесь у нас? Весовая. Весовая. Надо притормозить чуть-чуть. Все, направо уходим на Читу. На Байкал, на Читу. А прямо дорожка это у нас пошла в Иркутск. То есть направо объездная, прямо Иркутск. Блин, с одной стороны, вот, все парни спят, стоят. Неохота соваться в ночь в горы. Ну, блин, что делать? Потому что я хоть как завтра буду, даже если сейчас здесь стану спать до 9 часов утра примерно. То есть или в 3 часа ночи, или там 4:30 лечь. Все равно до 9 буду дрыхнуть, стоять. Там хоть на 100 километров, но эти 100 километров такие не самые легкие, тяжеленькие, напряженненькие будут. Как бы надо с концентрацией ехать. Дорога будет очень сильно извилистая вся. Влево, вправо, вправо, влево. К сожалению, да, ночь плохо видно. Но ничего страшного, мы сейчас справимся. Ребята ехали часа, ну да, 4, наверное, назад. И еще 200-210 оставалось до сюда. Говорят, лобовое было столкновение на Култуке. Ну, то есть мы подъезжаем к перевалу Култук, да. И еще там машин 5-6 висело в горах. То есть мы в горы идем. Здесь вроде более-менее дорожка, да, вот видно вам чуть-чуть, что она припорошена. А то, что там дальше в горах, непонятно. Может и посильнее, может и получше, а может быть и похуже. Потому что то, что творится в горах, неизвестно. Пойдем по горам. Ну и, конечно, бы хотелось еще заправиться, успеть сегодня, чтобы завтра на всеми любимых Роснефтях не стоять в очередях там по полдня, да, там очереди реально на час, на 2, на 3. У нас машины перед Новым годом 6-8 часов на Роснефти стояли, на заправке ждали своей очереди. До Иркутска мы добрались с расходом 29,7 литра. Как будет дальше? Ну сейчас, кстати, по горам где-то на пол-литра поднимется. Ладно, ребят, включусь чуть попозже. Там, где будет светло, по районе на Култуке будут места светлые попадаться, там включусь. Сейчас что, темно, ночь, что, ничего не видно толком. На машинке, я смотрю, идут, да, получается. Вроде все хорошо, но, блин, одни легковушки вроде идут. Нет, вот все, грузовик идет навстречу. Все, чики-пуки, пи-барум. Значит, все должно у нас получиться. Будет. Через 20 километров объездная Иркутск.
Иркутска закончится, повернем направо в сторону Байкала, и вот они начнутся самые напряженные 70 километров. Может, я неправильно, да даже не может быть, скорее всего, я неправильно считаю. Я считаю, перевал Култук, вот эти все 70 километров, они, блин, вот реально как будто взяли пьяного быка, еще напоили, и за узду влево-вправо вели. Она такая кривая дорога, это просто что-то с не с чем. Там, так что вообще полный трэш. Там вот таких прямых отрезков, да, там по полкилометра нету, там каждый метр то вправо, то влево в гору, то вправо тут же с горы. И вся дорога вот такая, и как бы они напряженные, эти 70 километров. Если все хорошо, ты где-то за час 30, за час 40 проходишь. Так что посмотрим. Сейчас поедем, ребят. Мы уже выехали с объездной Иркутской на самую прекрасную дорогу, на которую я называю весь перевал Култук. 70 километров, да, здесь разные населенные пункты. Вот, к примеру, подъезжаем к одному из них. Нам осталось до Байкала 68 километров. И вот сейчас будет первый поворот у нас в деревне. Чистые ключи. Вот начинается это все с чистых ключей и заканчивается Култуком. Все, вот сейчас вот первый поворот и поехали. Влево, вправо, вверх, вниз, влево, вправо. Американская дорога. Так, еще тут пару есть таких прекрасных мест, но это более-менее сейчас в нашу сторону, в сторону востока оно более гладкое, там, то есть с горки в горку. Это все находится в населенном пункте, короче, в деревне. И знак там 40 или 60, не помню, блин. Доедем, посмотрим, поглядим. И вот из-за этой камеры, когда большинство идет в эту сторону, да, как бы в сторону запада, а там резкий подъем, вот так вот начинается. Толком никто не может взять скорость, из-за этого как бы половину машинок даже висит. Вот с 20-кой в прошлый раз я шел, мне в этом месте пришлось даже на пониженные передачи переключиться. То есть она умерла до 60 км в час. Ладно, болтать круто, но у нас все, в деревне чистые ключи закончилось. Педаль в пол, крутим мотор, по-другому здесь никак. И идем в гору, вверх, в подъем. Надо стараться держать 1,5 и выше оборотов, чтобы мотор не затягивать в подъемчиках. Тут как бы есть не крутые, да, подъемы, и есть крутые. То есть, к примеру, вот это, можно сказать, не крутой. Вам, конечно, на камеру сейчас вообще, вам, кроме моей одной руки, ничего не видно. Идем на дальнем, причем на 2, да, фарах. Еще и туманки включены. Он не крутой, но он как бы длинный. Он может километр, 1,5-2 быть подъем, потом километр 3-4 спуск. Он только начинается. То есть это пригорок был. А сейчас вот будет сам подъем. И он у нас в процентах 7%, протяженностью километр. Опасные повороты. По оборотам идем нормально. Дорога вроде более-менее, как бы, ну да, припорошена, но вроде чистая, да. Вот начала все умирать. Переключаемся, не ждем. И идем дальше. И все, теперь у нас вот, пожалуйста, вся дорога. Американская дорога, Култук. Для меня, да, это все 70 километров, повторюсь уже, наверное, за этот ролик раз 15. Так, дальше. Аварийно опасный, возможен. Знак 70. Знак 50.
чтобы ребят прекрасно понимали. И это все у нас идет подъем. Так, налево. Идем. И здесь еще раз сейчас налево будем уходить. Сбрасываем газ, не тормозя. Педальку снова нажимаем, но не полностью. Подобие тещиного языка. Все, поперли дальше. Закручиваем, чтобы не буксовать, не вставать, а нормально наоборот идти. Ладно, потом дальше где-нибудь еще будет включение небольшое. Деревня. Идем на спуск, а там у нас камера, притормаживаем, держим ее. Вон она, паразитка висит, и за нее толком не разогнаться. В эту сторону не такой сильный подъем, как у нас в ту сторону. Так. И все, у нас, видите, здесь маленький бугорок. И все, сейчас спуск пойдет. Я просто что-то вовремя наступил, не включил камеру, чтобы вам показать весь этот спуск. Получается, вот сейчас мы шли спуск, да, а в ту сторону это все идет подъем. То есть они и так здесь поднимаешься, мы уже на спуск пошли. И вот и так еле вытягиваешь деревню, а в этой деревне еще круче подъем становится. И там получается засада. Кто-то номера бывает заклеивает, закрывает себе ступеньки, опускает. В снегопады бывает, что эти номера, не номера, а камеры, сам ни разу не видел, а говорили, что закрывают камеры эти. И самый главный косяк, надо ставить срочно рацию, потому что вот идем, да, ни у кого спросить нельзя, как там дальше у нас обстановочка идет. Нам с вами еще 26 километров по горам здесь пробежать надо. Покрытие, как видим, здесь побольше. Снежка уже лежит, чем лежало в начале. Но если дальше все так же прекрасно будет, по покрытию имеется в виду, вроде тут, да, там дерева нету, по башке постучим по своей умной, то получается вроде... Не, парни, не буду пока говорить, давайте. Пока гоп не сделали, не перепрыгнули. Вот дойдем до Байкала, на стояночку остановимся, там скажу. Не буду пока ничего говорить. Так, раскатываемся. Камера, блин, 80, нормально. Все, поперли в подъем. И тут вот она реально вся дорога. Спуск, подъем, спуск, подъем. Кто был в городе Владивостоке, город Владивосток, по сравнению со мной, да, по сравнению с Култуком, это прямая дорога, реально. Самая ровная дорога в мире. Нам так надо смотреть, потому что вот даже вот сейчас вот возьмем, я вот так приближу, вот. Тын-тын-тын-тын-тын, все в поворотах. Абсолютно вся. И ладно бы эти все повороты были бы на прямой дороге. Блин, это все или в спусках, или в подъемах, или подъемы со спусками. Все одновременно идет. Хорошая дорога. Так, сразу переключаемся. Держим обороты, держим ей. Вот считайте, вот они подъемы. Иду с десяткой. 10 тоннами ползем. Блин. Вот лучше чуть-чуть газу сбавить, но не переключаться, чтобы не терять движение. У нас тут все. Видим, что сужение, да, значит все, подъем закончился, пойдет сейчас спуск. Притормозим. Дальний. Тут еще и снежочек у нас, я смотрю, получше идет, дорожку порошит. Все, здесь спуск.
как разгоняться в этот подъем. Вот такие вот дорожки есть, да, вот такие маленькие подъемчики, поворотики. Шиш тут быстро разгонишься. Вот верхний бы свет фар бы очень хорошо помог. Ладно, ребят, давайте я буду ехать. Мне нужны 2 руки. Надо камеру на голову покупать. Ну вот, чтобы камеру на голову купить, надо, блин, еще и планшет покупать. Как потом эти видяшки монтировать в телефон, переносить. Ладно, давайте потом обсудим это на более ровной дороге. Ну что, ребят, вот и все, Култук пройден, осталось заключительные 3 километра у нас Култука, причем он светиться будет. Ну что, молодец машинка, справилась. Резина у нас стоит Goodyear. Ну, дорожка такая, знаете, как бы не айс, легенький, да, 10 тонн. 3 раза чуть-чуть побуксовала, как бы, и спишка сработала. А так вообще, вот в одной горочке здесь в конце, я почему и не хотел там говорить, пока все подъемы не пройду. Все, подъемы у нас закончились, у нас остался один затяжной и длинный спуск. 3 километра. Вот один подъемчик, да, где она чуть-чуть повиляла хвостом в подъеме. И тот, ну так, чуть-чуть. Здесь еще удобно, хорошо подсыпано. Все, вот он, Байкал. Сейчас, к сожалению, мы с вами ничего не увидим, так как ночь, на дворе ночь. Ё-моё. А вот все равно, если вот вы видите, да, вот, вон те фонарики светятся. Это вот там вот у нас станция Култук. А сам Байкал, вот темное пятно, ну блин, да, на телефон это все темное. Короче, вот это темное пятно, это Байкал. Сейчас нам осталось с вами тут ерунда, вот туда вниз к фонарикам спуститься, вон к тем вот. Вот такой вот путь преодолеть. Несколько спусков. То есть раз, два, вот там вот 3 и все. Так, дальний выключить. Хорошо, светло. Ну что, ребята, я хочу вам сказать. Спасибо огромное за просмотр данного контента. Блин, я спать хочу уже, сил нету, время 1:20 дома, плюс 3, короче, 4:30 утра, офигеть. Интересно, это во сколько мы ляжем спать? У нас парни должны в 6 проснуться. Не знаю, наверное, сейчас заедем на заправочку. Подожди, а сколько время реально? Плюс 3 часа здесь, да? Если время... Да, 4:30 утра. Сейчас заедем, наверное, на заправочку, заправимся. Что, все равно пока тишина, никого нету, все спят. На заправке, я думаю, очередей у нас не должно быть. Так что все хорошо будет. Все, раз-два спуска и все, и мы внизу. Всего доброго, до новых встреч. Не забываем подписываться, кто не подписан. Это нам поможет для продвижения канала. Также не забываем, ребята, не то, что только подписываться, да, и там комментарии оставлять свои. Все, всем удачи. А нам вот туда вниз. Один спуск.